Принимая мастера спорта СССР, победителя чемпионата мира по самбо среди ветеранов Бориса Богателия, президент Рауль Хаджинба отметил, что на счету у спортсмена не одна победа на международных чемпионатах, и он продолжает соревноваться, несмотря на свой возраст. Глава государства также подчеркнул, что успехи, которых достиг в спорте Борис Богателия, служат достойным примером подрастающему поколению. В свою очередь Борис Богателия поблагодарил президента за прием. Спортсмен рассказал, как проходили соревнования в Хорватии, и отметил, что не планирует останавливаться на достигнутом. Международный турнир проводится. В Питере я в прошлом году тоже выиграл этот турнир. В декабре буду бороться по дзюдо. Я и дзюдо борюсь, и самбо. И после этого на будущее уже я и дзюдо сначала хочу бороться, на Европу хочу бороться, это будет Греция, а по самбо уже будет в Турции. Борис Богателия начал заниматься вольной борьбой по окончании школы. В 1978 году он переходит на другой вид спорта – самбо, и в 1982 году впервые становится мастером спорта СССР. Он множество раз выступал за сборную России, занимал призовые места, но в 1984 году он оставляет большой спорт и начинает заниматься тренерством. Когда в 1992 году в Абхазии началась война, Борис Богателия, не задумываясь, пополнил ряды защитников Родины. Несмотря на тяжелое ранение, он участвовал в многочисленных операциях по освобождению Родины от оккупантов. В 2013 году вернулся в большой спорт. Среди мастеров-ветеранов выступает за сборную России. Трехкратный победитель международных турниров по борьбе самбо и дзюдо, трехкратный чемпион России, чемпион мира среди ветеранов. И сейчас Борис Богателия продолжает успешно выступать на международной спортивной арене, прославляя Абхазию своими победами. Сария Смырбислач Хинджерия, Абхазское телевидение.